Ветку, наверное. Все, мы в прямом эфире. Всем добрый вечер. Мы сегодня выходим с двух телефонов, поэтому, может быть, где-то будет видно часть нашей головы, либо общая голова. Я хочу вам представить сегодня мою гостью Светлану. И я нахожусь... Светлана, где я нахожусь? Сообщай. Светлана, мы находимся... Так, моя гостья сегодня тоже Светлана, то есть у нас сегодня эфир ведут две Светланы, и мы сейчас находимся в Башкирском историко-культурном центре в Свердловской области. Здорово. Вообще, я тебя, знаешь, как бы хочу немножко регалий, да, я всегда стараюсь не запоминать регалии, потому что когда со мной рядом человек, тем более мы сегодня не две говорящие головы, как обычно у нас в прямом эфире, да, поэтому ты можешь сама рассказать о себе, и думаю, твоим зрителям тоже не помешает еще один раз напомнить, да, кто ты. Тогда расскажи, чем вообще ты занимаешься и как ты пришла вообще в этот центр, и потом мы уже придем к основной теме. Если кто сейчас с нами, Тань, вижу, что ты присоединилась в эфир, поставь, пожалуйста, нам плюсик, как нас слышно, как видно. Мы можем махать. Расскажи два слова о себе и почему вот именно ты выбрала этот центр, и вообще кто ты? Кто ты? Ну, я вообще башкирка, вот, и в прошлом году, как раз в июне 2020 года, 11 июня, я стала главным специалистом Башкирского историко-культурного центра. Это филиал, получается, Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Целью создания это 6 представительств, открытых на территории России в разных 6 регионах. Это Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская область, Пермский край и Хмао-Югры. То есть целью создания это было вот рассказывать о башкирской культуре и будить национальное самосознание, потому что очень много башкир проживают за пределами Республики Башкортостан. И причем башкиры, проживающие здесь, в Свердловской области, это изначально коренное население, которые здесь были давным-давно, и этому подтверждением выступают многие башкирские названия, та же самая река Исеть, тоже озеро Шарташ и так далее, да, и Уктус, и Ревда, и вот. Сама я пришла сюда, у меня долгий путь трудовой, уже большой достаточно. 10 лет я работала в структуре FMCG, то есть занималась товарами народного потребления, в том числе концерн «Калина». И 10 лет я работала в медиа, то есть возглавляла нашу газету. Это одна из самых популярных газет города Екатеринбурга, работая в медиахолдинге «Абак Пресс». Там же я курировала журнал «Я покупаю» и глянцевый телегид, телешоу. То есть такой прям рекламный бизнес. Медиа-менеджер, да. Да. А после этого я перешла, у меня был опыт достаточно хороший в IT-сфере. Вот. Ну, основная моя специализация это, конечно, пиар, это бренд, это реклама, это маркетинг, это продажа. Тогда скажи, вот из таких областей, вроде, которые сейчас настолько популярны, да, и пиар, и маркетинг, ты пришла в башкирский центр. Как вообще вот оставить вот такое вот, ну, как бы сферу все равно сейчас прокачанную, такую востребованную? Слушай, ну тут, наверное, уже играет определенную роль тот накопленный опыт и вообще вот понимание себя, и потому что, ну, вот, мы все равно часть какого-то народа, да, то есть понятно, что мы все россияне, мы живем в очень большой многонациональной стране, то есть у нас тут 190 народов проживает, да, но все равно наши корни, они откуда-то, и вот это вот внутреннее определение, оно влияет. Да. А вообще, смотри, вот ты сказала такую классную фразу, что наши корни откуда-то, да? Насколько ты вот, ты сама из Уфы, да? Я родилась в Уфе. Насколько вообще ты вот в этих традициях башкирских поддерживаешь ли ты в семье эти традиции? Родители передавали тебе что-то? Потому что у нас сегодня такая тема, да, я сейчас напишу тоже в комментариях, что и традиции, и лидерство, и бренд. Мы так объединили несколько областей. Вот как у тебя с традициями твоего народа? Слушай, вот ты знаешь, когда мне говорят, что не воспитывайте своих детей, а показывайте своим примером, да, это как раз то, что я могу уже сказать, что я прочувствовала сама на себе в своем детстве, да, и то, что я сейчас своим примером стараюсь передать своим детям. Основным, конечно, связующим звеном для меня выступали бабушка и дедушка, потому что башкирские каникулы, которые я проводила, да, то есть на родине, на малой родине, да, плюс, ну, так сложилось, что я всегда жила за пределами Республики Башкортостан,
То есть, и получается, во время отпуска моих родителей я приезжала и училась в башкирской школе в деревне, в селе. Вот, и поэтому как бы очень большим проводником были дети, да, с которыми я вместе проводила много времени, школа. То есть, и, понятно, это все мои родственники. Мне кажется, знаешь, вот у башкир, у татар, у марийцев вот эта вот культура как-то вот она сохраняется. У русских немножко все разрознено, потому что я сама училась, я сама из маленького города. У нас, кстати, тоже башкирские корни, Красноуфимск, да, город. Да, один из таких, там очень много у нас прямо реально в группе очень было много башкир. И вот я просто вспоминаю свои студенческие годы, да, когда вот прямо вот башкиры, они прямо вот передавали культуру, они старались говорить на своем языке, и у них вот семьи как-то вот объединялись. Русские все равно немножко так, знаешь, как бы, ну, обособленно, и я всегда так поражалась, когда если какие-то праздники, да, национальные в маленьких городах, это как бы приветствовалось, а насколько они одевали, вот сегодня Света у нас тоже вот такая вот красивая в национальном, да, то есть насколько вот они вот стараются поддерживать и передавать эту культуру. Слушай, ну вот ты знаешь, вот начиная буквально с детства, то есть бабушка садила нас, внучек, и учила вышивать, вот именно цветы, да, вот как ну, эту вышивку делать традиционно, учила вязать, учила, то есть я умею прясть, например, я умею стричь овец, да, то есть я умею доить корову. Сколько навыков, да, уже с детства. Ну, то есть вот это, конечно, такой определенный сельский быт, да, то есть это, ну, накладывает. Я умею печь, готовить национальные блюда, да. О, кстати, какое самое твое любимое национальное блюдо? Слушай, мы же тут сделали потрясающие мастер-классы с блогером Константин Бош. Значит, мы сняли 3 видеоролика: зурбеляш, манты и, получается, бишбармак. О, бишбармак и манты я слышала, а первое рассказывай. Делись, что это такое? Это большой пирог, ну то есть делается он из теста на соде. Я сейчас наловчилась, я его делаю за 12 минут, понимаешь? 12 минут, представляете, пирог. Да, то есть и, соответственно, туда идет традиционно. То есть вообще вот башкирская культура, она очень простая. То есть это в основном все-таки такая, приходилось очень много переезжать, то есть было всегда 2 поселения, то есть было такое основное поселение зимнее, да, то есть в котором все находились. И понятно, что было очень много работы связано с скотом, и поэтому выезжали на летнее поселение, ну, на пастбище. И поэтому основная еда в основном это молочные продукты, это мясо и, соответственно, мука, да, которая есть. Ну, в принципе, такая достаточно здоровая пища, простая, здоровая, которая была всегда, да, без особых всяких там выдумок. Да, то есть поэтому зурбеляш это по сути вот делается вот это вот особое тесто, да, то есть в него складывается начинка, картошка, лук и мясо со специями, закрывается большой крышкой, потом эта крышка вырезается. Почему называется зурбеляш? Садится вся семья, ну то есть вот, смотри, даже самой традиции поедания, да, то есть уже собралась вся да? семья, значит, ставится пирог посередине, делается, снимается крышка, и выдается всем ложки, да, то есть перемешивается начинка, и, соответственно, каждый... Еще и пирог ложками, представляете? Да, то есть каждый ест сколько желает. Ну, на Ютубе этот ролик есть, то есть поэтому ссылку, я думаю, что мы в комментариях потом разместим, можете будете смотреть и научиться делать. Например, у меня подруга Светлана. Еще одна. Да. Она уже сделала туда и рыбу в это же тесто, да, то есть с рыбы делала. То есть можно уже фантазировать, да, хозяйки уже могут. И с щавелем даже пробовать. То есть реально, ну, достаточно универсальное такое тесто, которое подходит и под сладкие. Ну, то есть, например, творог из курагой можно с изюмом делать, то есть будет такое тоже интересное. Кстати, если кто сейчас с нами в прямом эфире, да, спасибо вот за сердечки. Вижу, что на Светином телефоне прямо сердечки идут, да, что приятно, это очень приятно, что тебя слушают твои зрители. Поделитесь вообще, кто-то уже пробовал этот удивительный пирог, да, можно в комментариях написать, тоже очень интересно. Сейчас больше скажу, я сейчас к друзьям приезжаю, то есть я стараюсь всегда приготовить пирог. То есть уже с гостинцами, да? Но это же тоже может быть традиция, да, как бы такая некая. Да.
Вот, здорово получается, что есть такие вот, ну, рецепты, да, и ты можешь еще с друзьями поделиться. И мне кажется, знаешь, когда за столом объединяются все, да, плюс блюдо, которое приготовлено, во-первых, своими руками, еще в национальной традиции, еще с какими-то, все равно, наверное, у вас, может быть, там бабушки что-то приговаривали. Бывает же такое, Да, вот, что готовили, да, да. что-то там говорили, шептали, да, на Слушай, это. ну, вот у меня, например, сохранилась такая традиция: на пироге делать, выкладываешь либо буквы гостей, которые собираются, либо символ дня. Ну вот, например, у меня, когда было 1 июня, я делала для сына этот пирог, то я выложила цветочек, ну, потому что день — цветы жизни, да, то есть, ну, как-то вот так вот. Приезжал друг, Олег его зовут, да, то есть вот мы выложили имя ОИР, да, то есть имя там детей. А вот видишь, и, возможно, как раз потом твои же детки тоже возьмут эту традицию и дальше Я как бы надеюсь, пойдут, да, надеюсь, потому да. что я не так давно тоже проводила прямой эфир по традициям, и для меня очень важно вообще разбираться с понятиями, потому что в самом слове, да, вот особенно вот раз мы говорим тоже про башкирскую культуру, в самом слове вообще корень, да, всего, и мы можем понимать вообще, о чем мы говорим. И очень часто путают традиции, знаешь, с обычаями, с обрядами, да, а все-таки традиция — это передача, и это достаточно такой от поколения в поколение, то есть она не может традиция, ну вот, родиться буквально за месяц, да, то есть мы должны все равно преемственность. Вот как раз у тебя, например, когда ты говорила, что бабушка, да, учила там вас вышивать, то есть уже смотри, поколение бабушки, скорее всего, мама твоя тоже. Слушай, уже моя мама этим молодец, занималась, она уже, да? мама учила, ну, мою дочь, то есть, соответственно, свою Вот, внучку, они видишь, вместе шьют одежду. То есть, вот, понимаешь, как и бы это уже традиция, да, из да. поколения в поколение, поэтому это здорово, когда есть такая преемственность, и вы можете свою культуру как бы нести в семьи, нести в массы. Спасибо за сердечки, очень-очень-очень приятно. Здорово. Если у вас будут какие-то вопросы, да, кто сейчас с нами в прямом эфире, касающиеся, может быть, башкирской культуры, может быть, деятельности Светланы, вы, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием ответим. Тогда смотри, Свет, у нас с тобой вот такая тема заявлена, и традиции, мы немножко как бы поговорили об этом, лидерство и еще бренд. Скажи, ты считаешь себя лидером? Да, потому что это однозначно, потому что, во-первых, это, наверное, такая натура моя, то есть быть впереди, да. Лидер... Тогда давай расскажи, какой ты лидер, потому что лидеры же разные. Ну, я вовлекающий лидер, то есть мне вот интересно собирать команду, которая увлечена той же самой темой, да, то есть и, соответственно, мы согласовываем, то есть, которые разделяют со мной вот эту мою единую цель какую-то, да, то есть и вот мы такие вот вместе собрались и достигаем результата. Кроме Башкирского историко-культурного центра, я являюсь, например, капитаном экипажа «Матрицы». Представляете? Капитан! Уже 6 лет. 6 лет. Да, вот вчера мы участвовали в регате Banzai Local Race, и наш экипаж, мы заняли 5-е место из 24 команд. Здесь так-то результат. Да. А что тебе дает вообще регата вот это вот? Слушай, почему вот именно, почему не гольф, почему там, не знаю, не баскетбол, вот именно регата? Слушай, во-первых, это, конечно, свобода, это горизонты. То есть самое потрясающее, что есть в мире, я считаю, что это восходы и закаты. А весь пруд прекрасен тем, что солнце всегда уходит прямо в воду, и это очень красиво. И так как мы часто тренируемся уже в конце рабочего дня, то есть в 7 часов вечера начинается, а солнце садится у нас на Урале, как правило, летом, ближе там, к 10. То есть мы как раз наблюдаем самый, наверное, потрясающий закат, который есть у нас в городе Екатеринбурге. Поэтому, с одной стороны, это вот красота вот этого самого. И, знаешь, меня еще больше всего потрясло то, что это парус, это же сила ветра. То есть там нет ничего такого, что мы уже там создали, да, мотор или еще что-то. То есть это реально полностью зависит от человека, от его смекалки, как он себя чувствует, от той интуиции, которую он понимает, с какой стороны ветер, да, то есть ну, вот, по темным полоскам на воде понять, откуда придет ветер, понять, как он будет дуть, как под него правильно, грамотно подставить парус. То есть это же искусство. Это вообще искусство. Да. Знаешь, я буквально вот на этой неделе была на выставке Федора Конюхова. Он же путешественник, да, и он еще художник, да. И под каждой картинкой у него есть некая аннотация, да, как бы этой истории. И вот насколько он пишет, что когда ты вот в море, да, вот в этом пространстве, в океане, что вверху бездна, да, небо, и внизу бездна. И насколько вот ты вот, ну, как бы маленькая частичка, да, вот этого всего, и только от тебя зависит, сможешь ли ты справиться, да, с этим. И он
писала о таком слове, как вера, да, что я верю в свои вот силы, веру в высшие силы, да, для того, чтобы пройти вот эту вот бездну. Ну, соответственно, у него же тоже такие достаточно опасные там путешествия, он да, в одиночку же ходит, то и есть в он такой. одиночку, да, то есть вот насколько Да. вот эта сила, и, возможно, как раз вот этот вот дух свободы, который тебе нравится, да, и мне понравилась твоя метафора за горизонт, а мне кажется, для лидера это очень важно видеть перспективу, то есть не смотреть перед своими глазами, да, ну, как бы ковыряться вот в каких-то, а видеть масштаб и знать, куда ты идешь. Мне еще, знаешь, очень нравится, что происходит с командой всегда. То есть вот команды собираются всегда, я скажу, что собираются не случайно. Потому что, ну, то есть функции, например, на той же яхте Рикошет, их 5, да, которые такие. И люди распределяются, по сути, сами, к чему они больше склонны. И получается, что команда работает своими лучшими качествами. То есть никто не акцентирует внимание на том, в чем ты плох. Всегда очень жесткий фокус идет на том, в чем ты хорош, и ты в этой функции должен выложиться по полной. Ты знаешь, наверное, где-то перекликается с предназначением, да, с каким-то таким. То есть вот, вообще вот я считаю, что задача каждого человека прийти в этот мир и сиять всем светом, который есть в нем внутри, потому что наша задача реально отличаться. То есть в этом наша уникальность, то есть вот, показать свою уникальность, свою цельность в этот мир. И вот как раз так вот это вот, во-первых, сама территория яхты, ну представляешь, это 7 метров и на 2 метра, да, и на этой территории, ну, не разбежаться, то есть невозможно победить, конфликтуя, да, совершенно, невозможно победить, конкурируя внутри, да, то есть невозможно победить там, не знаю, затаив чего-то там, какую-то ситуацию, да, то есть действительно это такие очень искренние, это такие открытые, это сильные очень отношения, это реально собираются люди, которые внутри сильны, то есть у них вот эта вот сила есть внутренняя, и на мой взгляд, конечно же, их смены это удивительные люди такие, которые приходят, в основном приходят люди зрелые, то есть имеющие определенный опыт жизни, поэтому ну, это такая прям... То есть, в общем, захватывает, да? Это очень, то есть, и тут знаешь, тут такой момент, либо захватывает на всю жизнь, потому что, ну, реально понимаешь, что вот яхтинг в моей жизни есть, да, он появился в моей жизни там в 2015 году, то есть, и спасибо, что Екатеринбург и Урал являются таким прекрасным местом вот этих вот влюбленных в парус, да, у нас есть такой замечательный клуб Каматек, да, у нас есть такой замечательный Юра Матвеев, который проводит постоянно вот эти вот регаты, которые собирают очень много людей, интересующихся парусом. Это вообще очень круто. А в какие-то другие города, страны вы выезжаете? Слушай, у меня есть международный опыт, да, то есть вот, мои капитаны, это Олег Калинин и Дмитрий Судаков, они регулярно возят за рубеж, то есть я с ними была в Хорватии, я с ними была в Греции, то есть там есть победы. Уже там, представляете? Да, и там есть победы, да, то есть в этом плане, вы знаете, на самом деле мир весь открыт был до недавнего времени. Вообще, мне кажется, мир без границ, да? Вот да, так ну, вот, пандемия показала, что нет, границы существуют. Ну, и знаешь, мне кажется, все равно границы у нас в головах, да? Вот у лидера, если ты лидер, как бы ты можешь расширять эти границы, да? Ну, пандемия, не можем поехать за границу, у нас есть визовский пруд, и мы можем его использовать по максимуму, да. То есть искать какие-то возможности, и, наверное, это тоже задача лидера. Не только искать, а видеть эти возможности. Слушай, ну даже вот очень интересный опыт, который у нас случился буквально на прошлой неделе, да, то есть когда я занималась Башкирским историко-культурным центром, у нас была идея историкам подключить, соответственно, чтобы они рассказали, да, кто такие башкиры, как давно они здесь, да, то есть какие там, куда они идут дальше, чего хотят, да. И у нас была задумка собрать конференцию в Башкирии Свердловской области. Потом, значит, приехала моя коллега, значит, из Челябинской области, такие, ну давай на две территории, ну давай. Потом такие подумали, ну как бы Челябинская область, Свердловская область, ну без Пермского края никак. Это не поверишь, мы сделали конференцию в Башкирии России и подключались из 20 точек, то есть практически, да, то есть из 20 субъектов регионов там России подключились, и мы думаем, что это только начало, потому что, знаешь, ну, лидерство, оно реально, но вот если ты как бы осознаешь вот эту, да, позицию, то есть оно раскрывается и подтягивается, и я думаю, что это станет и международным вполне, да, то есть такой тиражируемый очень проект хороший.
Мгм. Здорово, вообще замечательно. То есть мы узнали еще одну грань Светланы, да, помимо того, что она изучает традиции, да, и рассказывает об этих традициях, транслирует, но она еще и их сменка. Представляете, как здорово, да? И вот эти вот лидерские корни, этот дух свободы, возможно, как раз, возможно, это тоже, смотри, связано с твоей природой, да, с твоими Слушай, ты корнями. знаешь, я раньше свободные такие люди. Я раньше считала, что я как бы, ну, такая сама по себе уникальная. Но реально, когда я начала больше контактировать с башкирами, да, то есть в их проявлениях, я реально скажу, что они очень, с одной стороны, преданы и привязаны, да, и к месту, и к людям, но с другой стороны, они очень свободны. То есть это, вот. Это, ну, просто, это даже, вот, понимаешь, в танцах видно. То есть я была, значит, в честь столетия Татарстана на концерте, и там показывали свадьбу и показывали традиционные татарские танцы. И это было настолько понятно, почему они так танцуют. Ну, то есть это все равно больше связано с землей, больше связано с обработкой земли, больше связано с урожаем, то есть и танцы другие, да. А, допустим, если взять башкирские танцы, это все там подпрыгнуть, посмотреть туда, посмотреть сюда, то есть наметить себе какую-то там цель, добычу, еще что-то, да, то есть сделать какое-то действие, то есть они более такие направленные, что ли, то есть и там это вот не внизу вот так вот, там, а все туда, да. Хотя очень много тоже танцев, описывающих быт, да, то есть как там приготовить еду, там как еще что-то, как за ребенком посмотреть, ну то есть вот какие-то такие. Но вот именно вот есть вот эта вот разница, она как бы вот в таких вот проступает. Да, вроде простых, да, вроде танец, да, а уже показывает именно дух народа. Ну, даже вот если смотреть с точки зрения переговоров, да, то есть лидеры же всегда отвечают за коммуникацию, да, то есть если говорить там о переговорах, то есть башкиры чаще придут и скажут: я хочу вот так, да, мне надо так. А татары, они в этом плане, так у них, то есть, что как тут, то есть, и вот как бы, и ищут пути дипломатичности, то есть, да, такой вот. Ну вот башкиры в этом плане более деятельные, что ли, вот такие более такие. Хотя я себя считаю достаточно спокойной девушкой. Но мне кажется, знаешь, корни, если они есть, да, они все равно будут проявляться, да, случае, и в лидерстве, и вообще в культуре, как бы, да, и в передачах традиций. И с одной стороны, это же здорово, как бы это тоже, как ты сказала, вот про уникальность, да, и что мы не отрицаем это, да, это есть, а почему бы не использовать силу? Во-первых, считаю, это такая дух народа, да, целого, не одного человека, а прямо силища такая, и когда мы еще берем эту силу, мы ее понимаем и используем, да, то есть мне кажется, это вообще очень сильно так потрясающая вещь, это костюм, да, то есть вот у меня, например, там костюм, который шила, это платье, которое шила еще моя бабушка, да, к примеру. Ну, прикинь, это сколько защиты, да, вот, ну, вот, да, защитная. И она же шила костюм, мы танцевали, значит, с сестрой моей, то есть это ее мечта, там она нас давала в эти танцы башкирские, да, то есть мы танцевали, мы выступали в ансамбле, мы выступали на сцене, то есть мы шили каждый сам себе украшения, да, то есть и вот нам было тогда по 12, по 13, по 14 лет, нам не очень хотелось сидеть и это делать, но сейчас, спустя там столько лет, мы реально понимаем всю ценность, которую бабушка в нас вложила. Это, конечно, очень, очень круто. И понятно, что хочется в памяти там своих детей, своих внуков, да, тоже вот какой-то путь такой внести в свой определенный вклад. И это уже заложено. То есть уже я просто смотрю на свою маму, да, как она уже вкладывается, да, то есть, это как бы понимаешь, что это как раз то самое преемственность поколений. Но мне кажется, это характерно для всех народов ложиться в свое будущее. То есть, потому что наши дети, да, наши внуки, конечно, наше будущее, да. реально. И поэтому, кто вот сегодня нас смотрит в прямом эфире, кто присоединится, мне кажется, тоже стоит задуматься, да, а какие традиции, какие обычаи там вы будете передавать своим деткам, да, поколениям. Возможно, пока есть возможность учиться у ваших родителей, у бабушек, у дедушек, если, еще бывает же, что еще не у всех там ушли, да, если есть живые люди, пока успевайте, потому что, жизнь, она такая, она очень меняющаяся, и мне кажется, как раз вот эта вот возможность передать. У нас вот, например, тоже в семье мы очень как бы к традициям относимся, но у нас больше, знаешь, такие традиции такого здорового образа жизни, в основном передавали, то есть, например,
если болит голова, да, у человека, то есть у нас в семье никто не хватает сразу таблетку. У нас проверяют, на месте ли голова, на месте ли пуп, да, чтобы была основа. Если все на месте, тогда мы ищем причину, да, то есть у нас есть травки, и нам прабабушка передавала травы, у меня мама занимается, травница, да, и мы, знаешь, и я занимаюсь травами, знаешь, тоже вот как бы вот такое вот из поколения в поколение это передается. Также вот, допустим, все вот эти вот праздники, у вас же тоже, наверное, много национальных праздников, которые в семьях отмечают. Есть такое, вот что какой-то праздник? Вот сейчас большой праздник, который идет, и сейчас каждый может поучаствовать, называется Сабантуй. Да? То есть это когда закончилась посевная, то есть все уже высажено, и, соответственно, это праздник такого труда, то, что вот посевная закончилась, все случилось, и, соответственно, одна из идей это показать, ну, то есть красоту во всем народе, красоту дела. Да? То есть, соответственно, сильные мужчины, они занимаются борьбой, они там состязаются, да, в своей удали, то есть показывают всегда это скачки, то есть это показать, во-первых, ловкость, да, умелость, да, такое управление тоже же надо управлять, уметь. Соответственно, это всегда такие песни, это танцы, то есть это красота, вот это искусство, да, такого. И, конечно, это всегда угощение, то есть это вот хлебосольство, это такое вот. Мне кажется, вообще, вот знаешь, вот наши народы, вот эти вот малые, особенно которые на Урале, да, ну вот проживают, мы такие достаточно очень гостеприимные, и вот хлебосольные, да, то есть уральцы прямо это как-то вот отличаются вот этим, потому что дух другой, ты знаешь, потому что вот я реально скажу так, ну, мне в силу в своем трудовом пути я часто перемещалась по России, была во многих регионах. И я тебе скажу, что у Свердловской области, у Екатеринбурга есть особый дух вот этого толерантности какой-то, когда принимается ценность каждой национальности. То есть у нас все-таки есть вот это, ну, ты понимаешь, это такая уральская штука. Да. То есть мы сразу же симпатию никто же не показывает. Да. Мы такие немножко холодные, да. Проверяем человека в деле, то есть присматриваемся. И, ну, если вот мы его принимаем, то мы принимаем так от души. Это вот такое. То есть реально, то есть когда говорят, что уральские люди суровые, они реально внешне воспринимаются очень суровыми. То есть вот это видно, когда приезжают, то есть такие, ну, то есть мы не сильно улыбаемся. То есть, ну, опять-таки, я думаю, что это из нашей, объясняешь, что это из нашей погоды, что у нас холодно, и лишний раз не поболтаешь. Поэтому так. Вот. А так реально это правда, но при этом вот это вот щедрое сердце, открытое щедрое сердце, это есть, да. Такое. Здорово. Если вдруг у кого-то вопросы, пишите, задавайте, уникальная возможность. Вообще я очень люблю такие живые беседы, когда мы можем просто вообще, ну, как по душам, да, как подруги поговорить на какие-то темы, и особенно полезные, потому что каждая тема, она все равно где-то что-то оставляет, и человек задумывается. Это очень важно, потому что вот лично для меня как бы и традиции, и лидерство, это, ну, такие сейчас очень звучащие, да, потому что я тоже работаю над своими проектами и пишу сейчас проекты, потому что хочется как бы тоже передавать, рассказывать. И у меня есть, например, в рамках сообщества про женщин, потому что сейчас у меня новый статус в сообществе, я амбассадор сообщества про женщин. Мне кажется, как не женщина, которая, во-первых, может говорить о женском лидерстве, да, то есть мы можем идти не по мужскому пути, как бы по головам, там пробиваться, да, а вот именно по такому красивому женскому лидерству, передавая где-то свои традиции, где-то улыбаясь, да, где-то вот быть гостеприимными, где-то угощать. Это же тоже как бы наша некая вот эта вот лидерская суть, и женщина все равно по натуре, она немножко свободная. Вот, ну, прямо хочется нам все равно, мне кажется, свободы, и вот это вот нас прямо двигает, развивает. И здорово, что мы можем объединяться, делиться какими-то своими компетенциями, рассказывать, приглашать. И сейчас вот эта вот возможность, благодаря пандемии, сколько мы открыли, да, там, Zoom-конференции, мы объединяемся городами, да, и это прям вообще очень здорово. У нас еще одно слово, которое сегодня в теме прямого эфира, это слово «бренд». И мы со Светланой познакомились на одной из конференций о женском лидерстве. Я такой человек, не знаю,
знаю, я всегда стараюсь не упускать возможности, да, если знакомлюсь с интересными людьми, то мне хочется как бы дальше вот общаться, да, рассказывать что-то. Я пригласила поэтому Светлану на прямой эфир, потому что, ну, действительно, когда видно, что человек живет вот этой темой, живет культурой, это очень здорово. А что для тебя бренд, Свет? Вот как вообще вот ты понимаешь это слово, да, и насколько ты вообще считаешь себя человеком брендом? Слушай, ну да, я есть лицо, да, то есть Башкирского историко-культурного центра здесь, в Свердловской области, и со мной, меня уже многие идентифицируют как самую такую знаменитую башкирку, да, в Свердловской области. То есть, и самое интересное, что происходит уже понятно, ко мне уже притягиваются люди, да, то есть, которые там говорят, а вот у меня тоже там жена башкирка, там, либо говорят, что у меня там, я сам родом из Башкирии, или говорят, я родился в Башкирии, да, то есть, ну, или, а мы часто ездим в Башкирию отдыхать, то есть, понимаешь, находят какие-то вот уже такие связующие как бы моменты, и, соответственно, идентификацию производят, ну, по отношению ко мне, да. Но бренд это всегда очень просто, на самом деле, это то, что складывается в головах других, какое представление складывается в головах других, да, и, соответственно, то есть сейчас там я складываю в головах там у людей, что я их сменка, да, что я, то есть у меня большая бизнес-составляющая, бизнес-история, да, то есть, соответственно, я бизнес-леди, и я, допустим, сейчас вот такая вот башкирка, да, то есть связанная с традицией, да, и, соответственно, если посмотреть там на мои соцсети, да, это становится, ну, как бы очевидно, вот. Поэтому все очень просто, то есть и бренд это все-таки такой пиар-инструмент, да, это инструмент продвижения, то есть и, соответственно, как любой инструмент, у него есть свои технологии, есть свои четкие правила и свои показатели всегда, да, и поэтому, ну, простым показателем это всегда является опрос, да, ну, то есть вот Светлана со мной мы знакомы, там, ну, не 10, наверное. Да, где-то так. Да, но вот у Светланы в голове уже сложилось какое-то у меня представление, да, то есть именно, что вот она там отметила лидерство, да, то есть отметила то, что я технолог все-таки, да, пиар-технолог, и отметила то, что я вот такая вот яркая башкирка, да, то есть, соответственно, тема у нас сегодня, почему такая связующая получилась, да, из трех составляющих, то есть традиции, лидерство и бренд, к примеру. Ну, то есть я могу сказать, что, судя по тому, какое впечатление я произвела, да, мой бренд простроен. Сработал, да? Сработал. Да. Так что это вообще большое искусство позиционирования, да, то есть показать себя. И поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, всегда добро пожаловать, то есть с удовольствием. И знаешь, у меня еще вот такая вот мысль как бы возникает, что бренд начинает работать, когда он вот не искусственный такой, да, а вот он идет как бы изнутри, что вот ты транслируешь свои корни, ты не стесняешься этого, да, вот своей культуры. То есть, оно, знаешь, вот какое-то вот все так гармонично, вроде и бизнес, вроде и культура, вроде и яхты, но оно все как-то вот в тебе это сочетается, да, и мне кажется, вот тогда только начинает работать бренд, а не так, что вот очень часто же нам, как мы в поисках вот этой вот какой-то бренд-стратегии, да, обращаемся там к разным экспертам, там сейчас вот личный бренд, и мне кажется, вот пока вот нету этой души, то личный бренд, наверное, не будет чувствоваться. Но здесь же, понимаешь, бренд это же всегда еще, это же не только расчет, это эмоции, да, а эмоции, искренность эмоций, она считывается очень быстро, и поэтому здесь всегда есть такая засада определенная, то есть особенно когда простраивается бренд компании, а мы сейчас, ну, люди всегда хотят общаться с людьми, да, то есть очень четкая вот эта связка. И очень часто бывает, что главное лицо компании, оно никак не готовы быть публичным. То есть, ну вот, то есть понятно, что, потому что, ну, реально там я поел, да, вот некоторые же сейчас до смешного воспринимают, что вот этих блогеров Инстаграм, да, я поел то-то, я сходил туда-то, вот я увидел типа то-то, бренд, да? Я бренд, да. На самом деле, ну, я, наверное, все-таки представитель старой школы, да, такой, который всегда говорит, что за брендом должны стоять определенные ценности, определенный фундамент, на котором он базируется. И понятно, что он тоже считывается. То есть человек себе это несет, либо не несет. То есть, понимаешь, здесь очень гармонично все складывается. Я, во-первых, вышла из такой культуры, где семья – это большая ценность. Да? То есть я вышла из такой культуры, где дети – большая ценность. Я вышла из такой культуры, где сделать свою работу красиво и хорошо, качественно – это как бы, это, ну, как бы критерий. Да? То есть ты не можешь там создать какой-то там
пустоту, да, то есть я всегда за то, чтобы, вот я, в моем понимании всегда есть такое понятие твердого, пустого, да, и вот когда это накладывается, ну вот гоняться в регате, да, то есть понятно, что мы хотим всегда занять первое место, мы всегда хотим, мы приложим все усилия, всем экипажам, чтобы занять первое место, ну, есть еще другие факторы, и мы понимаем это, да, то есть мы это принимаем, да, поэтому тут вот, говоря про бренд, опять-таки четко понимаем, что это эмоции, потому что люди считывают эту искренность, неискренность, и, то есть, и лучше показывать себя, вот что-то такое по натуре есть, да, то есть вот, ну, вот, говоря какое-нибудь слово, например, да, там Алла Пугачева, да, мы понимаем, да, что вот... Миллион алых роз, да, сразу. Ну, да, но при этом, смотри, мы видим же прекрасную историю счастливой женщины, которая там в возрасте, да, она счастлива и внуками, и своими там детьми, своей семьей, своим домом, да, то есть она такую там длинную живую историю, это хороший очень такой пример там долгой, плодотворной жизни, хотя если оглянуться, когда ей было 40 там лет, да, то есть мы же видим, человек находился в таком в переходном состоянии, очень сильно это считывалось, да, то есть очень там, то есть, ну, это все, с одной стороны, это технологии, но да, основа всегда это искренность, это так и есть. Ну, бренд, наверное, все равно не сможет родиться за одну неделю, да? Да, то есть, ты знаешь, вот даже вот показывать свою вот эту национальную, да, составляющую, то есть, ну, это тоже был определенный шаг, то есть для меня, например, да, то есть открыть свою там страсть к яхтингу, это тоже шаг определенный, то есть это, и это понимание, что ты готов в этом месте быть публичным, то есть это понимание, что ты пускаешь, ну, в пути есть разные события, есть, понятно, что мы хотим все показывать успешный успех, да, как говорится. Конечно, красивая картинка должна быть. Да, но не бывает такого крепкого пути, хорошего, да, без провалов, то есть и вот это именно сила встать каждый раз, то есть вот в этом, ну, в этом как бы сила человека большая и сила быть... признание, что ты не один, что тебе помогают, то есть это благодарность, тоже это сила человека, на мой взгляд. Поэтому в моменте становления Башкирского историко-культурного центра есть сильные истории, да, очень хорошие, ну, вот, например, Башкирия России, которые сложились, да, и получился вот такой классный, крутой проект, да. А есть, например, проекты, которые, ну, опять-таки взять Башкирию России, полгода за ними стоит, то есть это подготовки полгода, да, то есть это обдумывание полгода. То есть, если бы меня спросили, например, там в ноябре или в декабре, я такая, ну, что-то пока не знаю, да, то есть, ну, вот как бы сложные моменты, да, вот сейчас мы, например, раскручиваем проект «Сестренка», да, то есть просмотр фильмов «Сестренка» — это по повести Мустая Карима, башкирского писателя, «Радость нашего дома», да, про историю девочки маленькой во время войны, которая спаслась в печке, и ее привезли, значит, в башкирскую деревню, там она пришла в себя, да, и потом счастливый конец ее папа, значит, нашел и забрал домой, да, то есть, ну, и в этот момент она находилась в среде совершенно непонятной, совершенно непонятном языке, да, где все разговаривают и так далее, и так далее. И это вот именно история человеческого пути, вот этого человеческой широты сердца, принять, поднять ребенка, да, то есть вот это вот сумасшедший, трогательный фильм. Я видела его несколько раз, и каждый раз до слез. И понятно, что мне хочется, что чем больше людей они могут узнать об этом фильме, об этом истории, да, то есть и они вот почувствуют связь, что на самом деле нам кажется, что мы где-то разделены, на самом деле мы единое целое, то есть и все части большого этого мира. Там проект, например, уже я могу сказать, да, о том, что он состоится, он уже, вернее, состоится, он уже задуман, и в июне вы можете его смотреть на территории Екатеринбурга и там Богдановича. Но мне бы хотелось, чтобы еще больше подключилось к этому проекту, да, то есть потом мы готовим следующий проект, тоже хочется, чтобы он был такой вот, но это как бы не складывается, но все равно есть определенные этапы, определенные договоренности, определенные сложности в этом пути. И спасибо всем тем, кто помогает, подсказывает. Смотри, если, например, вот, ну, кто-то посмотрит, да, у нас в записи в основном очень многие смотрят прямые эфиры, люди тоже с башкирскими корнями, возможно, они тоже чем-то захотят поделиться, они могут обратиться к вам, там что-то вот рассказать, там, ну, возможно, бывает же вот такое. Да, то есть это вообще вот с первых дней открытия Башкирского историко-культурного центра, это люди приходят и рассказывают, кто они, что они, откуда родом. Начав работать здесь, я поняла ценность составления, например,
родословной, и вот очень многих запрос на это, да. То есть, например, очень трогательно, когда приходят парни, молодые отцы и говорят: я хочу своему ребенку читать сказки на своем языке. Ты представляешь? То есть, чтобы он слышал маленький еще вот родной язык. То есть я хочу, чтобы он слушал песни, чтобы он слушал музыку, чтобы он умел, чтобы я мог ему показать, как двигаться. Мне кажется, это вообще, у меня прямо мурашки, просто... когда вот отец, да, то есть не мать, да, например, а даже отцы. Это вообще просто... Для меня это было таким большим потрясением, когда вот у нас есть народный инструмент курай, очень сложный инструмент. Ну, я вот... То есть, ну, представляешь, это просто тростник, полая труба, которая сделана 5 отверстий, и из нее нужно извлечь звук. То есть, представляешь, это там фантастически, реально парни приходят и учатся это делать. То есть, и там звук, например, можно извлечь там через 3-4 дня, через 5 дней, у кого как получается. Вот. И реально спрашиваю: зачем так вот напрягаться? Они говорят: а это мой народный инструмент, я хочу научить, да. Или есть вот варган, да, то есть губысы называются башкиры. То есть, ну, может быть, слышали многие, ну, или потом ссылкаются, да. Вот тоже. То есть это вот просто металлическая пластинка, которая двигается и издает такой звук, значит, соответственно. Но это играть на нем, а при этом еще создавать топот копыт, например, да, или там крик птиц. То есть это же тоже вот фантастика какая-то. И люди тоже этому учатся и сами, потому что вот есть искренне вот это вот такое вот желание стать частью и знать себя. Или, например, вот у нас был башкирский диктант. То есть люди приходили и проверяли. Я сама писала, к примеру, да. То есть, ну, это тоже, вот я когда помню, сидела, писала, я вспоминала своих одноклассников, которые помогали мне в свое время писать, делать уроки на башкирском языке, потому что, ну, я приезжала, и для меня, ну, то есть я не училась с ними, да, там целый год, то есть у меня был там только месяц, чтобы там что-то сделать. А сдавать надо было, то есть так, это обязательно предмет был, ну, как бы в то время. Поэтому вот мы все часть нашего народа, и понятно, что вот узнать свои корни, узнать свою родословную, да, и вот очень мне нравится работа Национального архива, как они это смогли выложить все на сайт, где можно. И эта технология точно такая же, то есть вот 1, 2, 3, 4, запрос туда, здесь смотришь откуда. У нас есть литература здесь, в Башкирском историко-культурном центре, где можно посмотреть эти списки, то есть подсказки по родословным. То есть, пожалуйста, конечно, мы всегда всем рады очень. Знаешь, вот заходит даже вот видит флаг Башкортостана, говорит: ой, прямо как герб. А что, кстати, ваш флаг символизирует? Слушай, он здесь, я не знаю, показать, может быть, как-то его. Можно разломать, нет? Так вот у меня получилось. Вот, давай я тоже покажу. Ну вот синее, то есть это прекрасное небо, да, которое есть. Белое — это дух, да, и зеленый — это, конечно, прекрасная природа, которая вот Башкортостана есть. А сам символ, который вот это курай, это курай, это как раз тот тростник. Да. То есть, ну, во-первых, есть две истории. Есть история о том, что башкиры произошли от 7 родов, то есть, вот, соответственно, не показано, да, 7 точек. А вторая — это то, что, ну, вот этот тростник, этот курай, который является символом вот этого края, да, нашим музыкальным инструментом. Вот так вот. Вообще сколько всего, да, вообще можно знать, объединить, и мне кажется, в этом крутость. Вообще, знаешь, мне еще хочется, как бы мы уже сейчас будем завершать с тобой, да, наш прямой эфир, потому что нам так прямо интересно. Мне кажется, каждую тему можно вообще прямо раскрывать целыми курсами. И говорить об этом, да. Но у нас такое знакомство, вообще моя цель, как бы, вот именно таких прямых эфиров, именно живых, с интересными людьми, чтобы люди как можно больше знали. Они знали, куда обратиться. Например, если кто будут смотреть, да, и вам интересна башкирская культура, пожалуйста, я всегда в сторис оставляю все контакты. Можно написать в личку, да, обратиться к Светлане. Возможно, у вас есть какие-то, не знаю, там редкие экземпляры чего-то, да, там башкирское, ну бывает же, да, и вы хотели бы об этом тоже рассказать. Мне кажется, ну это интересно. Ну даже вот придя к нам в офис, можно попробовать 3 вида башкирского меда. Вот, 3 вида башкирского меда. Он, кстати, очень славится же, да, башкирский. Это вообще просто, это там визитная карточка, я считаю, что Башкортостана. И поэтому как бы вот задача именно рассказывать о разных людях, тем более как бы в Светлане прекрасное сочетание и традиций, и лидерства, и бренда, всех, знаешь, таких вот заряженных очень слов, которые можно, ну, прямо, мне кажется, вообще раскрывать и раскрывать. И знаешь, мне хочется еще вот, чтобы ты что-то вот такое вот пожелала нашим зрителям,
зрителям, да, кто сегодня с нами, кто поддерживал, кто ставил сердечки. У нас сегодня мало комментариев, но, видимо, просто люди пришли послушать, да, возможно, потом что-то нам напишут в личку. Вот, что бы ты хотела пожелать вот в этих 3 темах? Слушай, ну ты знаешь, я думаю, что вообще я скажу такую вещь, которую я искренне проживаю в себе. То есть мне кажется, что мы все пришли на эту землю с одной единственной задачей — светить своим внутренним светом. И я вот желаю, чтобы каждый свой свет просто чувствовал. Вот, а каждый чувствует свой свет. И мне кажется, свет приведет к нужным людям, да, установит нужные связи, да, и вот этот свет, он действительно покажет вам путь. Я с этим полностью согласна. Когда вы внутри светитесь, да, то все пространство вокруг, оно тоже будет вот, заряжено этим светом, и вы сможете находить легко ответы, вы сможете транслировать свои ценности открыто, вы сможете говорить о своей культуре, вы сможете передавать традиции своим деткам, да, и учиться у старшего поколения. Не просто, как мы раньше, я тоже вспоминаю, бабушка там что-то говорила, я такая: ну что ты, бабушка, там, не вообще там, да. А сейчас как бы мы ценим, да, что вот они же хотели об этом рассказать, и чем старше мы становимся, да, тем мы начинаем как бы оценивать это. И, возможно, пока есть у вас возможность общаться с этим взрослым поколением, используйте, да, записывайте, чтобы потом можно было что-то рассказать, передать своим детям. А кто смотрит нас, башкиры, да, вы теперь знаете, что в Екатеринбурге есть такой центр культурный, да, вы можете всегда прийти, обратиться, что-то рассказать, посещать мероприятия, которые организовывает этот центр, и просто приобщаться к этой культуре. Вот. И Светлана говорила, что вы даже экскурсии, да, тоже здесь рассказываете. Тоже можно, допустим, если у вас, ну, не знаю, может быть, школьники какие-то тоже хотят, тоже можно будет договориться, прийти, да, послушать, потому что это же тоже история, и, допустим, вместо школьной скучного урока истории можно прийти в культурный центр, да, и узнать о традициях башкирского народа. Я думаю, что это тоже будет прямо здорово. Поэтому, Светлана, благодарю тебя искренне за нашу с тобой такую живую беседу. Пишите, задавайте вопросы, контакты тоже оставлю. Может быть, у кого-то будут вопросы по регате, кто знает, да? Сейчас самый сезон. Да, самый сезон, тем более лето у нас нынче прямо такое с мая месяца, да. Вот, возможно, у кого-то будет по лидерству, по башкирской культуре, по бренду, да. То есть Светлана у нас такой, можно по пальцам, знаете, сколько уже лепестков мы раскрыли, да, пожалуйста, обращайтесь. И мне кажется, круто иметь контакты таких людей. Спасибо, Светлана, вообще за приглашение на эфир. Да, и ну, вот очень интересно, то, чем ты занимаешься, и вот это твоя быть связываясь, вот эта функция, да, желание связать людей между собой, быть полезным, это очень такая значимая, я думаю. Благодарю. Я думаю, что мы обязательно еще что-нибудь придумаем, проведем, а вы пока запишите себе контакт. Я, кстати, веду журнал нетворкинга, где все записываю. И я знаю, что если вдруг мне нужно будет что-то узнать о башкирской культуре и не только, или научиться готовить башкирский пирог за 12 минут, у меня есть в моем журнале нетворкинга контакты, я могу этим воспользоваться. Так что благодарю всех, кто будет смотреть в записи, тоже пишите комментарии, нам будет очень приятно. Всем хорошего вечера. Пока-пока.